В Якутии за последние 5 лет основные эпидемиологические показатели по туберкулезу свидетельствуют о тенденции к устойчивому снижению, но напряженная обстановка все еще сохраняется. Показатель территориальной заболеваемости снизился на 26,5%, но превышает среднероссийский в 1-2 раза. Вопрос о предупреждении распространения туберкулезной инфекции обсуждают в эти дни на межрегиональной научно-практической конференции в Якутске известные российские ученые и эксперты. И сегодня гость нашей студии – главный внештатный детский фтизиатр Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Валентина Аксенова. Валентина Александровна, здравствуйте. Собственно, с чем связаны показатели статистики и какие тенденции преобладают в стране и в нашем регионе в последнее время? Ситуация по туберкулезу действительно стала из года в год становится все лучше и лучше. И, вероятно, все вы видели, что еще год назад была встреча всех министров здравоохранения мира, и открывал ее наш президент Владимир Владимирович Путин. И поставлена глобальная цель – ликвидировать туберкулез к 1935 году. Это действительно очень амбициозная цель, и нам надо сделать так, чтобы мы добились ее. Ну а в целом вот в мире насколько распространено это заболевание? В мире довольно большое количество людей, которые болеют туберкулезом. Вот, например, я как детский специалист скажу, что 1 миллион детей ежегодно заболевает, 250 тысяч детей ежегодно умирает от туберкулеза. А наша страна относится к 20 странам, где большое бремя заболевания туберкулезом. То есть, несмотря на то, что у нас хорошо снижается заболеваемость, но у нас она еще есть. И нам надо преодолеть очень много задач, чтобы ликвидировать, чтобы выполнить поручение президента. А что сейчас особо волнует специалистов в этом вопросе? Особо волнует профилактика, раннее выявление заболевания, чтобы все больные, которые заболевают, проводили полноценный курс лечения. Профилактику туберкулеза у детей – это прежде всего ребенок родился, надо обязательно его вакцинировать. БЦЖ. БЦЖ, прививка БЦЖ. В дальнейшем надо ежегодно проводить иммунодиагностику. До 7 лет она проводится методом туберкулина, а старше 7-летнего возраста, до 18-летнего возраста, диаскин-тестом, новым современным иммунологическим тестом, который очень специфичен и выявляет наиболее угрожаемую группу риска по заболеванию туберкулезом. Мы таким образом добиваемся, чтобы дети и подростки не болели, и в будущем, как группа риска, они будут защищены от туберкулеза. А в чем специфичность этого теста? Специфичность в том, что положительный тест на этот диаскин-тест, либо аллерген туберкулезно-рекомбинантный, всегда говорит о том, что в организме находится живая микобактерия туберкулеза, размножающаяся. Может быть, болезни еще нет, но ее надо в это время обязательно убить назначением минимальной дозы препаратов. Не дожидаться, когда ребенок заболеет или взрослый человек заболеет. Этот тест эффективен и у взрослого населения. И тогда не будет тяжелых форм туберкулеза. Ну вот еще говоря про профилактику, я так понимаю, ФЛГ ежегодная. Флюорография вы имеете. Да. Да. Флюорография ежегодная, это касается взрослого населения. Но вы сами понимаете, флюорография что сделает? Она выявит изменения, которые находятся уже в легких. 90% туберкулеза – это легкие, заболевания легких. Выявив такой туберкулез, пускай на ранней стадии, когда пациент еще не является заразным. Инфекция. Дело в том, что туберкулез – это воздушно-капельный путь передачи, и может заболеть разный человек. И то самое мнение раньше, что это социальная болезнь, теперь уже это не социальная болезнь. Мы понимаем прекрасно, что здесь прежде всего это общее состояние, иммунитет человека. Хорошо. А кто больше подвержен туберкулезной инфекции? Какие меры защиты принимаются, помимо того, что мы говорили про диагностику, в отношении детского населения, что принимается? Больше подвержены дети, которые не получают прививки. Есть такие дети у нас. Часто болеющие дети, дети с хроническими бронхитами, ослабленные дети. Якутия, например, в этом плане характерна тем, что мы знаем, что у вас условия жизни экстремальные,
летом плюс 50, зимой минус 50. И, конечно, здесь дети, они еще не адаптировались, как взрослое население, к таким условиям, они являются группой риска. И у нас в основном как раз туберкулез опасен именно в Сибири и Дальний Восток. То есть это больше связано, ну, конкретно в данном случае, с климатическими условиями? Не климатическими, а перепады Перепады. климатические. И плюс иммунитет страдает, у ребенка еще не сформировался качественный иммунитет хороший, и ему сложно. И мы должны помочь, помогаем его прививками, выявляем группы риска, проводим профилактическое лечение. У вас прекрасные санатории, который является образцом для всей России. Поэтому дети оздоравливания должны проходить именно там. А вот что вы можете посоветовать родителям, что они должны предпринимать, чтобы минимизировать риск заболевания ребенка? Прежде всего, дети должны получать полноценное питание. Это всегда было, и белковые препараты – это всегда очень хорошо для детей, особенно в ваших условиях. Если делают прививки, обязательно надо прививать. У нас сейчас большое антипрививочное движение. Как можно оставить ребенка незащищенного от микобактерий туберкулеза, которые передаются воздушно-капельным путем? Родители недопонимают, что это очень важно защитить, тогда не будет. Еще 50 лет назад у нас много было горбатых. Это тот самый туберкулез, который они перенесли в детстве и на всю жизнь остались. Их вылечили, но они на всю жизнь остались инвалидами. Сейчас ведь такого нет, только благодаря прививкам. Далее, каждый год надо делать пробу либо МАНТУ, либо диаскин-тест, как положено по календарю. Для чего? Для того, чтобы понять, когда он встретился с инфекцией, когда он вглотнул эту микобактерию туберкулеза. И там уже разобраться, нужно его лечить, не нужно лечить, есть болезнь или нет. Ну, вот по поводу теста и, опять же, прививок БЦЖ, да, вот мы говорим про детей. То есть, насколько я помню, когда еще в школе учился, у нас это была обязательная программа, то есть каждый год, да, нам ставили МАНТУ, потом через пару лет БЦЖ проставляли. То есть сегодня тоже обязательно? Или... Обязательно. Сегодня даже это утверждено постановлением правительства, что обязательно при рождении ребенок получает обязательную прививку, это БЦЖ, и в дальнейшем ежегодно до 7 лет туберкулинодиагностику, а с 7 лет, начиная иммунодиагностика, более специфичный тест. И вот БЦЖ, по-моему, повторяется еще в 7 лет. В 7 лет Поэтому до 7 лет мы оставляем пробу МАНТУ. То есть, в принципе, родители, вот говоря про антипрививочное движение, родители не могут отказаться от этой прививки? Родители не должны отказываться. Но такая возможность у них, получается, есть сегодня. Эта возможность, они пишут расписку, они сами отвечают за ребенка. Но, ответив за ребенка, этого ребенка, если он не сделает пробу МАНТУ, диагностическую пробу, его не пустят в общий коллектив. Ну хорошо, двигаемся дальше в нашей беседе. Вот бытует мнение, что современный туберкулез трудно излечим, да, плохо лечится. Так ли это на самом деле? Да, есть. Это не бытует мнение. Дело в том, что туберкулез изменился. Я вам говорила, что изменился и болеют разные слои населения. Кроме этого, микобактерия туберкулеза – это самая старая микобактерия в мире. И единственная, против которой нет стопроцентной вакцинации, стопроцентной защиты. Сейчас она адаптировалась к нашим лекарствам, которые в середине прошлого века появились лекарства против этой микобактерии. А сейчас она адаптировалась и к этим лекарствам. И половина населения, больных туберкулезом, болеет именно этой лекарственно устойчивой формой. Нужно много препаратов, дорогостоящих препаратов, и длительно, не менее 2 лет лечить. Поэтому и важно очень профилактические мероприятия. Вот вы сказали, что препараты появились в середине, грубо говоря, прошлого века. Сейчас какие-то вот новые новинки, может быть, появляются? Есть, да, появляются новинки, новые препараты. Одно поколение меняет на другое. Они появляются, препараты, а микобактерии к ним адаптируются, появляется новая устойчивость. Есть лекарства. И у нас лекарства в нашей стране, все лекарства бесплатные. И все лечение туберкулеза, и профилактика, все бесплатное. Государство финансирует. А вот по поводу новинок, да, в лекарства, как быстро они внедряются, успевают ли они за вот этой эволюцией, да, микобактерии?
Ну, это проблема мировая, и поэтому сейчас появилось очередное новое поколение, которое только-только внедряется у нас в России, бедоквилин. Я думаю, что на ближайший какой-то период, минимум десятилетия, это будет эффективный препарат. Вот вернемся к конференции, о которой вначале я говорил, что она проходит в эти дни в Якутске. Обсуждаются также актуальные проблемы сочетания инфекции туберкулеза, ВИЧ и гепатита. Это стало актуально именно сейчас или раньше тоже было? Ну, гепатит всегда был, это актуально было. Почему гепатит? Так как поражается печень, а печень, лекарства против туберкулеза, они довольно токсичные, поэтому сложности – это гепатит. А ВИЧ-инфекция, она появилась ведь недавно. Ваша республика в этом плане еще благополучная, но есть регионы, где каждый второй больной туберкулезом является носителем ВИЧ-инфекции. Почему? ВИЧ-инфекция вызывает иммунодефицит, ослабление иммунной системы. И мы, носители, вот те самые, носители, которых не пролечили в детстве, туберкулезные инфекции, делают так, что она просыпается в организме. И пациент заболевает намного быстрее и очень тяжелой формой. Ну, это как вот сказали, что да, на фоне, опять же, ослабления Да, иммунитета. все то же самое. Ну и вот вы упомянули, да, что сейчас стоит задача победить полностью туберкулез. И вот возможно ли это сделать? Появится ли вакцина, способная полностью защитить человека? Ой, весь мир борется за этим. Это очень сложная проблема. Опять-таки объясню особенностью нашей микобактерии, которые находят мумии, и в них живая микобактерия. Как вы думаете, сколько она десятилетий, столетий лежала? Вот такая микобактерия, она превращается в спящую форму, в L-форму, и когда видит, что условия хорошие, иммунодефицит страдает, возникает проблема, и тогда она размножается заново. Вакцины ищут, делают, и во всех странах, и в нашей стране стараются делать вакцины, но пока новых вакцин нет. Поэтому наша старая вакцина, которая очень важна именно в детском возрасте, нужна обязательно, потому что ребенок, есть такое понятие, ребенок как морская свинка, на 100% восприимчив к туберкулезу. Если взрослый встретится с микобактерией и может не заболеть, а побороть ее, то ребенок новорожденный, если встретится с инфекцией, он заболевает почти на 100%. И заболевает тяжелой формой. Вот те самые костные, менингиты, от которых умирают. Ну и, Валентина Александровна, последний вопрос, буквально в 2 словах. Вот вы лично как фтизиатр, да, как специалист, верите ли, что да, будет побежден туберкулез к назначенному, может быть, не прям к назначенному сроку, там, пару лет чуть попозже, но тем не менее будет? Я всю свою профессиональную деятельность, жизнь посвятила именно этому. И я, конечно, все буду делать для того, чтобы справиться. Ведь смогли мы вот за последние 5 лет на 50% снизили в целом заболеваемость туберкулезом в нашей стране детей. И у нас единицы детей, кто умирает. В абсолютах 5-7 человек на всю огромную страну. Это уже большое достижение. Валентина Главное, Александровна, чтобы взрослые не болели. Действительно. Спасибо большое, что пришли в нашу студию, ответили на интересные вопросы, интересную информацию нам огласили. Это было актуальное интервью. Берегите свое здоровье, берегите здоровье своих детей.